Мы ходили в Мариинский театр на корейца Ким Ки Мина, который единственный азиат, который полноценно работает в Мариинском театре. Ну, он как проходит якобы стажировку, но эту стажировку оплачивает японский бизнесмен, какой-то меценат, а мальчик кореец. И вот он увидел, что он такой талантливый, и решил вложить в него деньги, и вот вкладывает он так, что вот дает возможность этому артисту стажироваться и танцевать в Мариинском театре. И мы, когда были на балете, мы его видели, этого мецената. Он пришел на спектакль, он сидел в ложе, смотрел от и до и получил удовольствие. И ты понимаешь, что там есть ценители искусства, люди, у которых есть деньги, и им нравится это высокое искусство. Я думаю, что у нас тоже когда-нибудь, может быть, кому-то захочется вложить свои деньги, капиталы в любой из театров, что официанты получают, что артисты, мне кажется, одинаковая зарплата. Иной раз смотришь, читаешь, там, курьер, и ты читаешь, что у него такая же зарплата, как у тебя. Ты думаешь, ну да, я занимаюсь благотворительностью. Это мое хобби. Но оно мне нравится. Потому что, когда ты приходишь домой, уставшая, и ты, когда все эти эмоции выносишь на сцену, а потом такая внутри пустота бывает. И когда ты заходишь в раздевалку, в течение где-то получаса внутри пустота. И я понимаю, что я полностью опустошена. И мне надо, чтобы кто-то со мной сидел, разговаривал, что-то мне говорил, и я потихоньку подпитывалась энергией. И потом я опять становлюсь такой же разговорчивой, веселой, улыбчивой, радуюсь жизни. Или, например, там расстраиваюсь, если спектакль не удался или не получился, как мне кажется. Я что-то сделала не так. Но вот это чувство, которое остается, оно не стоит никаких денег. Я думаю, все-таки цель моя не то, чтобы заработать. Конечно, хочется, но я не знаю, что нужно сделать, чтобы вот как-то и тебе платили хорошо, и ты танцевала. В другой театр не хочется переезжать. Хотя ты понимаешь, что все у тебя связано тут. Тут родные, тут дом. Тут ты своя бурятская балерина, а там ты будешь чужая. Но хочется, чтобы вот, находясь здесь, я понимала, что я нужна здесь, и как бы мои вот труды, и то, что мной были бы заинтересованы, тоже востребованности, тоже обязательно, мне кажется. Когда артист не востребован, это самое, наверное, худшее. Потому что начинаются внутренние конфликты с самим собой, потом начинаются какие-то, наверное, противоречивые какие-то, не знаю, выпадки, начинает человек, может быть, иногда испиваться, иногда и бывает нервные срывы. Много бывает всего. Иногда бывает в горячах, уходит с профессии, потому что думает, что все уже, все закончилось. Мне кажется, для артиста самое страшное невостребованность. А когда, пусть он будет болен, но ему скажут, мы тебя ждем, когда ты выйдешь, он будет стараться быстрее выздороветь, быстрее пойти в форму и выйти на работу. Мне кажется, для артиста еще самое главное, это вот боязнь покинуть сцену, старость, наверное. Потому что люди к этому привыкают. Они привыкают находиться на сцене, каждый вечер краситься, готовиться, получать удовольствие от того, что ты делаешь, получать цветы, не знаю, какие-то эмоции положительные от людей. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что, наверное, это все закончиться должно, или это заканчивается. И не каждый человек адекватно и трезво может оценивать, когда ему уйти со сцены. Мне кажется, это тоже очень сложный такой момент. Потому что в опере, да, в 50 лет можно петь, а в 50 лет танцевать в балете, мне кажется, сложно. Пусть у тебя будут гениальные данные, но как ты будешь выглядеть внешне? В 50 лет, конечно, Уланова танцевала, и Плесецкая танцевала, но они единицы. Такие люди рождаются не так часто. Но я не знаю, когда я закончу свою карьеру, как, наверное, может быть, сама посчитаю, трезво оценю и буду смотреть по состоянию своего здоровья, потому что и как-то хочется
все получить. А постановки, ну, хореографическое у вас есть хореографический талант? Образование? Ну, Ставить самому ставить, балетмейстер. да, балетмейстерское. У вас есть, ну, тяга или талант? Ну вот я думаю, что, наверное, вот я так думала, решила один раз сочинить танец, как-то у меня сложно это получилось. С импровизацией у меня как-то немножко, мне кажется, не так. Хотя, может быть, у кого? Может быть, я так сейчас думаю, но раньше я думала, что я никогда не смогу учить детей или преподавать. Никогда. Я думала, я не смогу объяснять детям, это так все сложно. Но когда я съездила в Вагановку, сейчас в Питер, я посмотрела, как там обучать детей, какими они становятся. Там реально делают лебедей, вот таких красивых белых лебедей. Там такие все девочки длинноногие, красивые, мальчики такие же. И я подумала, что, может быть, когда-то мне тоже захочется хоть одного, но белого лебедя сделать. Может быть, я кому-нибудь захочу тоже передать то, что я умею, и то, что меня научили. Мне хочется попробовать.